Формирование комфортной городской среды – проект, который позволяет жителям самим выбирать, какой объект нуждается в ремонте и обновлении. Улица Гоголя по итогам голосования набрала больше всего баллов. Освещение, отсутствие асфальта и водоотводов приносили массу неудобств жителям. Ремонт завершили в установленные сроки. Проведены работы по устройству асфальтового покрытия, тротуаров, с устройством дренажей для отвода осадочных вод. Также здесь проведены работы по устройству уличного освещения с применением современных энергосберегающих ламп. На данной улице у нас была дорога из песчано-гравийной смеси. Здесь не было и освещения. Эти улицы у нас это подъездные улицы к гимназии номер 1. Здесь у нас находится и паспортный стол, и Малгобекский районный суд. Еще одна улица, которая в этом году заметно преобразилась, это Горская. Здесь уложили новое асфальтовое покрытие и тротуар протяженностью в 400 метров. Провели освещение. А это уже улица Красноармейская, одна из центральных в городе. В этом году здесь впервые провели реконструкцию. Здесь расположен ряд социальных объектов – школа, детский сад и другие. Протяженность новой дороги и тротуара 160 метров. Но самый большой вопрос, который здесь решили, не только в самом асфальтовом покрытии, а в ливневке. Жители сроком и качеством остались довольны. Раньше по этой улице, конечно, пройти было невозможно, потому что все время стояла вода. В дождливую погоду вообще трудно было подойти к садику и пройти по этой улице вообще. Но в данный момент, как вы видите, уже проасфальтирована Горданова улица, Красноармейская улица. Положили тротуар. Ну, хотелось бы, конечно, еще большое спасибо сказать администрации города за содействие, конечно, за такую прекрасную работу, проделанную. Рейтинговое голосование проходило в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». Его цель – вовлечь граждан в процесс благоустройства городов и сделать проживание комфортным для жителей. Всего в Малгобеке под рейтинговое голосование попали 10 объектов, 7 из которых обустроили. В этом списке и улица Трудовая. Жители не могут нарадоваться изменениям. Проблема с дорогой здесь была всегда. Это окраина города, и кроме грейдера асфальта здесь никогда не было. По словам местных, даже таксисты не брали заказы, проехать было невозможно. Все из-за отсутствия ливневок и дренажной системы. Работы на Трудовой и Тимирязева заняли больше сил и времени. Эти улицы самые длинные. В следующем году местные власти планируют благоустроить еще 3 улицы – Космодемьянскую, Заветы Ильича, Эльдиеву. Идрис Ижиев, Асхаб Белакиев, Новости 24.